Алексей Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Цифровое телевидение постепенно охватывает регионы России, Якутия не исключение. Как вы оцениваете реализацию программы в таком большом регионе? По объему создания инфраструктуры цифрового вещания Республика Саха-Якутия, наверное, является лидером в Российской Федерации, потому что здесь необходимо построить свыше 200 передающих станций цифрового телевидения. К сожалению, на сегодняшний день, будучи лидером по объему строительства, Якутия значительно серьезно отстает от других регионов по темпам возводимых объектов. У нас очень большое количество объектов, которые в Якутии или не завершено строительство, или даже еще не начаты полномасштабные работы. Но мы надеемся, что в ближайшее же время ситуация будет изменена к лучшему. У нас состоялся очень большой предметный разговор с главой республики, который сказал, что со стороны местной власти будет оказано всяческое содействие и помощь в этом вопросе для того, чтобы до конца 2017 года все 200 с лишним объектов цифрового телевидения на территории республики были введены в эксплуатацию, и в республике началось полномасштабное и полноценное вещание в цифре. На сегодняшний день уже около 60% населения республики имеет техническую возможность приема 10 телевизионных каналов первого мультиплекса. Примерно 40% населения республики сегодня имеет возможность принимать 20 каналов в цифре. Это жители Якутска и Нерюнгри. Они принимают и первый, и второй мультиплекс. Будет достраиваться наряду с объектами цифрового вещания, которые дают возможность передавать каналы первого мультиплекса, также и инфраструктура второго мультиплекса, для того, чтобы в 2019 году по всей территории республики заработало 20 телевизионных каналов в цифре, и тогда примерно 96% населения республики будет иметь возможность приема 20 цифровых телевизионных эфирных каналов. Аналоговое вещание постепенно уходит в прошлое. Как быть с городским и районным телеканалам, которые не вошли в мультиплекс? Предусмотрены для них другие способы вещания? Я бы не говорил о том, что у нас прекращается совсем аналоговое вещание. У нас аналоговое вещание сокращается. И прежде всего оно сокращается за счет телевизионных федеральных каналов, которые на сегодняшний день вещают в целом ряде сред. У нас есть вещание аналоговое эфирное, у нас есть вещание цифровое эфирное, у нас есть вещание в кабельных сетях, у нас есть вещание через спутниковые сети, когда у людей стоят тарелки, при помощи которых они принимают телевизионные каналы. Кроме этого, у нас есть так называемое IPTV. Это когда вы принимаете телевизионный канал за счет распространения телевизионного сигнала уже непосредственно в интернет-среде. Для этого все равно телевидение должно быть цифровым. И все больше и больше получают развитие мобильные приложения и так называемые OTT-сервисы, которые позволяют принимать также телевизионный контент при помощи современных средств коммуникации, такие как мобильные телефоны, смартфоны, прежде всего планшеты, да и в принципе любой современный телевизор, куда можно вставить сим-карту и подключить его к интернету. Что остается для тех телевизионных каналов, которые не попали в мультиплексы? Во-первых, у них остается возможность продолжать вещание в аналоге, потому что насильственно аналог никто не будет отключать. Государство просто прекратит датировать распространение федеральных телевизионных каналов в аналоговом вещании в городах с населением менее 100 тысяч человек, но те телевизионные каналы, которые готовы это делать за свой счет, совершенно спокойно могут продолжить вещание в аналоге. Во-вторых, мы видим, что все больше и больше телевизионных каналов уходит в кабель. Для больших городов кабельное вещание оно становится одним из приоритетных. Третье, мы видим, что постоянно увеличивается доля и IPTV, и телевидения, которое вещает при помощи OTT-сервисов. Поднимался вопрос о том, надо ли построить третий мультиплекс.
Ну, например, что такое строительство третьего мультиплекса для Якутии? Мы сейчас даже не будем говорить про затраты, которые необходимо сделать, чтобы создать его инфраструктуру, закупить количество передатчиков. Я скажу только одну цифру. Если на территорию Республики Саха-Якутия распространить еще один мультиплекс, куда можно было бы включить телевизионные каналы, то ежегодная стоимость передачи сигнала составит 300 миллионов рублей. Таких денег на рекламном рынке, телевизионном, региональном нет. Это просто экономически нереальная задача. Поэтому нужно находить те возможности, которые дают сегодняшние средства коммуникации и которые дают современные экономические возможности телевизионных каналов. Вы уже давно являетесь экспертом направления государственной политики по развитию СМИ. Сегодня, когда на первую позицию выходит интернет-издания и различные другие мессенджеры, остальные СМИ занимают все-таки вторые позиции. Какие, на ваш взгляд, сегодня основные тренды развития масс-медиа, каковы их недостатки? Главной тенденцией развития сегодня средств массовой коммуникации является необходимость им работать во всех имеющихся средах. Потому что распространение интернета и переход людей в цифровую реальность, когда значительное количество населения в той же самой Якутии сегодня получает информацию про окружающий мир из мессенджеров, в частности, мы там посмотрели, что самый популярный мессенджер здесь WhatsApp, и, собственно говоря, это главный источник информации. Любое средство массовой информации обязано создать свою цифровую версию и присутствовать в интернете. Это не значит, что газета должна прекратить свою жизнь до бумаги, потому что у бумажных версий тоже остаются свои читатели. Это значит, что издания должны становиться мультимедийными. Это означает, что и газета должна обзаводиться своим сайтом, и телевидение должно иметь свой сайт, и радио должно иметь свой сайт, и распространение в интернете. И информационные агентства, например, сегодня начинают все больше и больше думать о том, чтобы они не только передавали текст, чтобы они добавляли туда и картинку. А если они добавляют картинку, ну, мы же понимаем, что сегодня какой-то быстрый, короткий сюжет можно снять при помощи камеры мобильного телефона и при небольшой картинке выложить это. И те, кто раньше даже и мыслить не мог о телевидении, сегодня создают небольшие уже видеопродукты. Поэтому главный тренд – это мультимедийность. Что необходимо? Необходимы две вещи. Первая вещь. Вы должны производить такое содержание, которое будет конкурентоспособно и интересно для ваших пользователей. Это должна быть достоверная, правдивая информация. Это отличает средства массовой информации от непрофессиональных участников рынка. Потому что чем журналист отличается от блогера? Журналист отвечает за свои слова. Он подписывается определенным знаком качества. Второе, с точки зрения того же самого профессионально сделанного контента, журналист не имеет права не быть неинтересным. Он обязательно должен упаковать это таким образом, чтобы это было интересно и читателю, и зрителю, и слушателю. И второе направление, которое крайне необходимо для выживания средств массовой информации, это возможность донести созданный продукт до потребителя удобным потребителю способом. А у каждого потребителя это может быть разный способ. Потому что человек, который сегодня находится на краю Северо Ледовитого океана, он выбирает один способ получения вашей информации. Человек, который сидит в Якутске, он выбирает другой способ получения информации. А человек, который едет на машине, он получает третий. И все эти способы сегодня надо продумать. Вы должны найти возможность попасть на каждое мобильное устройство. Вы должны найти возможность попасть как на большой экран, так и на маленький экран. Потому что люди по-разному будут вас смотреть. И это очень серьезно, с одной стороны, осложняет задачу средств массовой информации, потому что все больше и больше затрат необходимо сделать и на качественный контент, так как возрастает конкуренция, и на учет всех каналов возможных доставки. Но, с другой стороны, это открывает перед средствами массовой информации новые возможности. Потому что сегодня телевидение, например, Якутии, могут смотреть люди, которые не только живут на территории республики. Техническую возможность смотреть ваши передачи сегодня есть у людей в любой точке земного шара. Они это могут сделать при помощи интернета, если вы там достойно присутствуете. А это новые возможности.
В последнее время все чаще происходят случаи, когда дети попадают под негативное влияние самых разных мессенджеров. Как защитить детей от информации, которая причиняет им вред их здоровью? Какие меры могут быть предприняты для решения этого вопроса? Я думаю, что надо начать с того, что люди на протяжении всей своей истории постоянно попадают под чье-либо влияние. И говорить о том, что сегодня дети попали под воздействие интернета, ну, примерно то же самое, что лет 500, когда Гутенберг изобрел печатный пресс, было говорить о том, что люди попали под негативное воздействие бумаги. А потом, когда изобрели радио, они попали под негативное воздействие радио, потом под негативное воздействие телевидения. Очень часто проблема заключается в том, что очень часто родители, вместо того, чтобы воспитывать детей, считают, что функция воспитания должна быть передоверена кому-то еще. Интернету, радио, телевидению, газета, книга, государству. Это уход от ответственности, потому что прежде всего детей, конечно же, должны воспитывать родителей. И очень многие вещи должны прививаться в семье. Но мы понимаем, что количество источников, в том числе опасной негативной информации, с каждым днем становится все больше и больше. И здесь есть два подхода. Один идеалистический, второй реалистический. Идеалистический подход заключается в том, чтобы создать некие особые условия, которые бы оградили человека или ребенка целиком от любого негативного воздействия, то есть поместили бы его под своего рода колпак. Но это примерно так же нереально, как оградить человека от всех вредных микробов, которые существуют вокруг него. А второй, на наш взгляд, более реалистичный подход заключается в том, чтобы понимать, что мы все равно никогда не исключим возможности контакта с опасной или негативной информацией, и поэтому человека и ребенка надо приготовить к встрече с этими вещами, чтобы он был готов, он знал, как на это реагировать, он понимал, откуда происходит опасность. У него были свои маркеры, которые бы показывали ему, что это ему надо доверять, а здесь опасно, а здесь нужно сказать родителям, а здесь нужно обратиться в правоохранительные органы, а вот туда идти или там дальше продолжать такие вещи не надо. Это то, что мы называем медиаграмотностью. И мы как раз считаем, что просвещение и грамотность — это, собственно говоря, и есть сегодня главная столбовая дорога, которая должна обезопасить человека в современную интернет-эру, в эру, когда большое количество возникает информационных опасностей. В России планируют отменить роуминг по стране. Работы в этом направлении шли долго и, наконец, наметились первые шаги. Но теперь многих тревожит другой вопрос, а именно то, что за отмену роуминга россиянам теперь придется платить из собственного кармана. Так ли это? Людям всегда и за все приходится платить из своего кармана. Никакого другого источника финансирования, ничего в стране и в мире, кроме как кармана граждан, не существует. Вопрос только в том, каким образом эти деньги поступают, уходят из кармана. Есть два пути. Первый путь – прямая оплата, когда вы оплачиваете мобильному оператору или интернет-провайдеру его услуги напрямую. И второй путь – когда эта услуга датируется государством, но вы оплачиваете государству свои налоги. И источником в любом случае является ваш карман. Алексей Константинович, спасибо, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. Спасибо, удачи.